Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый, может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Алиса и Радик. Добрый вечер. Добрый вечер. Я увидела по телевизору эту передачу, и она мне очень понравилась. И я тоже решила в ней поучаствовать. Я пришел на программу, чтобы повысить уровень знаний татарского языка. Ну что ж, Радик, Алиса, правила нашей игры очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы. Надо будет решить, кто будет выбирать первый. После этого вашему вниманию будет предложено 8 слов перевести с русского языка на татарский. Чтобы было проще, у вас будет 3 варианта ответа. Ответьте правильно, заработайте 2 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать дополнительный балл на вопросе соперника будет, собственно, у вашего соперника. Все понятно? Да. Уважаемые телезрители, мы начинаем телеигру «Переведи». Радик, Алиса, перед вами 2 темы – обряды и химия. Кто выбирает первый? Алиса. Все-таки решили уступить даме? Конечно. Спасибо. Вы благородный, Радик. Ну что ж, Алиса, во что играем, в обряды или в химию? В обряды. Итак, играем в тему обряды. Готовы? Да. Поехали, первый вопрос ваш. Как по-татарски будет обряд? Юла, Ашану, Санамыш. Обряд по-татарски будет, думаю, ела. Это правильный ответ. Ашану – это поверье, вера. Санамыш – это примета. А юла – это действительно обряд. Второй вопрос. Играем с вами, Радик. Радик, как по-татарски будет быт? Быт или не быт? Вот в чем вопрос. Быт. Гадат, күндәлек, көнкүреш. Күндәлек. То есть у вас есть некое ощущение, что күндәлек – это быт? Да. Вы в школе учились вообще? Да, вообще учился. Но не в татарском классе. Не в татарском классе, поэтому... Ну ладно, күндәлек ты күндәлек. Это неправильный ответ. Алиса, есть возможность заработать дополнительный балл. Как же по-татарски будет быт? Гадат или көнкүреш? Я тоже не знаю, но я думаю, что это гадет. То есть есть такое ощущение, что гадат. Да. Уверенность, да, такая прям? Ну, это не уверенность, это интуиция. Интуиция? Не знаю, насколько она правильна, насколько нет. Но вы решили, что это должно быть гадат. Гадет – это, наверное, привычка больше всего. И поэтому вы решили, что это должно быть быт. Ну, пусть будет быт – это көнкүреш привычка. тогда. Третий вариант. Көнкүреш. Да. Гадат или көнкүреш? Нет, көнкүреш. Это правильный ответ. Гадат – это обычай, привычка. Күндәлек – это ежедневный, либо дневник в школе. Собственно, почему я спросил. А көнкүреш – это быт. Итак, третий вопрос. Играем с вами, Алиса. Алиса, переведите на татарский язык название древнего обычая татар праздник плуга. Сабантуя, сука бейраме, бейрам оша. Ну, думаю, что это Сабантуй, потому что остальных 2 праздника я не слышала. Это правильный ответ. Дело в том, что сука бейраме – это дословно как праздник плуга, но не существует такого понятия именно в такой формулировке. Бейрам оша – это праздничное угощение, а Сабантуй – действительно праздник плуга. Традиционный ежегодный праздник татар. Итак, Радик, играем с вами. Радик, а вы чем занимаетесь в свободное время? Фотографирую. Фотографируете? Вы любите фотографировать? Да. Это хобби или профессиональная привычка? Ну, скорее всего, хобби. Скорее всего, хобби. А на татарском языке часто общаетесь дома? Не часто. Не часто. А с кем общаетесь все-таки? Ну, иногда бывает на работе или так, с соседями. А почему с родными на родном языке не общаетесь? Ну, как-то уже не всегда бывает, конечно, но не так часто. Ну ладно. 4-й вопрос. Задается он вам. Переведите на татарский язык слово «именоречение».
переведите на татарский язык слово имя наречения. Исемляну, исем кушу, бабей оша. Исем Пушу. Уверены? Да. Это правильный ответ. Исемляну называться. Бабей оша – это гостинцы для ребенка. Традиция приносить подарки новорожденному. А вот исем кушу – это имя наречения. Алиса, играем с вами. Алиса, вот воспитывайте маленького ребенка. Сколько уже вам? Мне? Ну, 20. не вам, в смысле, а ребенку. Ребенку год и 8. Год и 8. Он разговаривает по-татарски? Или он вообще пока не разговаривает? Нет, по-татарски. По-татарски разговаривает. Часто используете татарский язык? Да, особенно после рождения ребенка, я хочу, чтобы он знал наш родной язык. Я использую татарский. В общении с ним, тем более. И домашних всех теперь приучаем к общению татарском. А какое первое слово было у ребенка? Ой, эби. Аби. Понятно. Как зовут? Саид. Саид. Красивое имя. Спасибо. С арабского языка слово «саид», если мне не изменяет память, она обычно мне не изменяет, переводится как «счастливый». Да, верно. Дай бог, чтобы ребенок был счастливым. Вопрос номер 5 задается вам. Переведите на татарский язык слово «солнцестояние». Солнцестояние. Кояш тұрғанлығы, кояш байышы, кояшқа табыну. Солнцестояние, думаю, первый вариант ответа. Куяш тұрғанлығы. Солнцестояние это. То есть уверенное такое решение, Да. женское. Это правильный ответ. Куяш байышы – закат солнца. Куяшқа табыну – поклонение солнцу. Куяш тұрғанлығы – солнцестояние. Как известно, татары и башкиры, многие, на самом деле, тюркские племена, отмечали праздник зимнего солнцестояния. И называется он Нардуган. Вот такой вот, собственно, вот такая вот традиция, вот такой вот обычай есть у наших предков. Итак, 6-й вопрос. Радик, играем с вами. Радик, скажите, пожалуйста, а вы вообще как относитесь к обычаям, к обрядам? Хорошо отношусь. Ну, то есть, как бы с уважением почитаете, Да, конечно. исполняете. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот какой обряд вам запомнился с детства? Ну, то есть, вот какие-то детские впечатления, наверное, сохранились? Как-то Курбан время. Ну, это скорее не обряд, да. Это уже религиозный да, праздник? Религиозный То есть, праздник. ну, у вас он как бы в семье. Ну, сейчас уже, наверное, не так, как было раньше уже. Когда... Итак, 6-й вопрос. Переведите на татарский язык слово «частушка». Частушка. Күлдіргіш, такмак, тукмак. Такмак. Второй вариант. Да. Это правильный ответ. Күлдіргіш – это хохма. Ну, либо смешной, если это прилагательное. Тукмак – это колотушка, толкушка. А такмак – это частушка. Итак, 7-й вопрос, Алиса. Играем с вами. Как по-татарски будет гадание на кольцах? Балдак белән фаразлау, язык уйнату, язык белән багу. Пробую методом тыка. Такой часто используемый метод, да? Да. Кольцо это язык. Получается язык блян-багу. Думаю так, дословно если. Ну, то есть прям уверенно. Да. Больше выбора Почему у меня не нет. язык уйнату? Ну, это играть уйнал. Думаю, гадание туда не подходит. А балдак белән фаразлау? Балдак – это обручальное кольцо. Ну, нет, там бы было бы, наверное, обручальное что-то. Поэтому вы считаете, что это третий вариант? Да. Договорились, принято. Это правильный ответ. Балдак белән фаразлау – прогнозировать на кольцах. Язык уйнату – играть с кольцами, играть на кольцах. А язык белән багу – это гадание на кольцах. Ну что ж, 8-й вопрос. Гадание на 8-м вопросе. Как по-татарски будет суженый? Кияу,
Кияу буласы егет. Күз атып йөргән егет. Ну, давайте представим, что вы суженый. Представили? Ну, чисто в теории. Как вы думаете, вы кияу? Кияу буласы егет? Или күз атып йөргән Второй егет? вариант. Второй вариант все-таки. Кияу буласы егет. То есть вы кияу буласы егет. Күз атып йөргән егет. Я думаю, второй вариант. То есть вы надеетесь на то, что вы кияу буласы егет. Чей-то суженый. Ну ладно. Это правильный ответ. Кияу это зять. Күз атып йөргән егет парень, который нравится. Ну, собственно, если дословно переводить, на которого глаз положили. Вот. А кияу буласы егет это действительно суженый. Ну что ж, на этом классический формат первого тура подошел к концу. И традиционно в первом туре у нас есть два небольших бонуса, которые предполагают перевести одно слово с английского языка на татарский. Традиционно за правильный ответ на этот вопрос вы можете заработать 3 дополнительных балла. Если вы ошибаетесь, на вашем вопросе дополнительные 2 балла может заработать ваш соперник. Ну что ж, Пробуем. Алис, начинаем с вас. Да. Как с английского языка на татарский переводится слово ring? Ring. 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 Если много раз его произносить, напоминает звук мотоцикла. Обряд? То есть вы считаете, что ring это обряд? Наверное, не знаю. На татарский. Мы переводим на татарский. Ага, а вариантов нет, да? Такой несложный вопрос, на самом деле. Да, Ради? Я тоже не знаю, как переводится на татарский рим. Ринг. Кольцо? Балдак? Язык? Ну, какой вариант? Язык? Пусть будет. Ring это язык. Это правильный ответ. Поздравляю, вы заработали 3 дополнительных балла. Спасибо. Радик, есть возможность заработать также 3 балла. Как с английского языка на татарский переводится слово bride? Как вы думаете, у вас когда-нибудь в жизни было bride? Имели ли вы шанс пообщаться с bride? Bride. Bride. Та-дам. Напоминаю, тема обряды. И химия. Тема обряда. Естественно, мы играем... Никах. 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 Вы считаете, что bride это никах? Ну, связано с этим, согласен. Связано, Вот bride присутствует на никахе. Брайд. Я не знаю. Ну что ж, ладно, Алиса, есть возможность заработать 2 дополнительных балла. Как же с английского на татарский переводится слово bride? Келеш. Это правильный ответ. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, на этом первый тур нашей сегодняшней игры подошел к концу. По итогам первого тура впереди вы, Алиса, у вас 14 баллов. Радик, у вас 6 баллов. Это только первый тур. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Добрый вечер, меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Радик и Алиса.
Первый тур позади, и по итогам первого тура впереди Алиса. У нее 14 баллов. У Радика 6 баллов. Вы готовы играть дальше вообще? Да. То есть есть ощущение, что настрой прям... Ну, с вами все понятно, Радик. Конечно. То есть готовы Готов. побиться еще разочек? Да. Уважаемые участники, правила второго тура не особо отличаются от правил первого тура. Сейчас перед вами появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. Это вы, Алиса. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов перевести с татарского языка на русский. Ответьте правильно, заработайте 4 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать дополнительные 3 балла на вопросе соперника будет у вашего соперника. Все понятно? Уважаемые телезрители, мы начинаем второй тур нашей телеигры. Ну что ж, две темы. Астрономия, фрукты, овощи. Алиса, выбирайте. Ой, я думаю, что я выберу фрукты, овощи. Потому что вы не сильны в астрономии? Да, выбор тут очевиден для меня. Ну, то есть вы не ищете созвездия Ориона там? Нет. Итак, играем в тему фрукты, овощи. Алиса, как с татарского языка на русский переводится слово «яшельше»? Яблоко, цветок, овощ. Овощ. Это правильный ответ. Яблоко – это алма, цветок – это щащак, а яшельша – это овощ. Радик, как с татарского языка на русский переводится слово «жимеш»? Жимеш. Плод, корень, сук. Плод. Плод. То есть вы когда-нибудь называли представительниц прекрасной половины человечества словом «жимешем»? Итак, вы считаете, что жимеш – это... Мне нужно перевести, получается. Да. На русский. На русский, да. Естественно. Тут 3 варианта ответа даже. Плод, корень, сук. Ягода. Отлично. Еще раз. Плод, корень, сук. Найдите вариант ягода. Все понятно. Варианта ягода нет. Плод. Плод. Это правильный ответ. Корень – это тамар, сук – это ботак, а вот жимеш – это плод. Алиса, как с татарского языка на русский переводится слово «анар»? Персик, гранат, абрикос. Не знаю. Что значит не знаю? Нет такого варианта ответа. Гранат пусть будет. Пусть будет гранат. Это правильный ответ. Персик – это шафталю. Абрикос – это рюк, а анар – это гранат. Так что женская интуиция вас не подвела. Да. Радик, как с татарского языка на русский переводится слово «кабак»? Тыква, патиссон, огурец. Тыква. 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 Прям тыква. Там тыква. Прям тыква. Это правильный ответ. Патиссон – это патиссон. Огурец – это кияр, а тыква – это кабак. Алиса, давайте. Как с татарского языка на русский переводится слово «кабак»? Не кабак, а кабак. Кожура, грядка, чеснок. Кожура. Это правильный ответ. Грядка – это тутель, чеснок – это сарамсак, а кожура – это кабак. Радик, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «тыщетурма»? Тыщетурма. Не турма, а турма. Редис, репа, баклажан. Тыщетурма. Редис, репа, баклажан. Турма. 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 Баклажан. Баклажан. То есть тыщетурма – это баклажан. Я наугад. Даже не знаю. Реальный вариант. А если бы логически порассуждали, к какому варианту бы пришли? Тоже к баклажану? Хорошо, давайте проще, от обратного. Как вы думаете, репа может быть тыщетурма? Может быть. Может быть, так. Вариант репа остается. Баклажан может быть тыщетурма? Почему бы и нет?
Почему бы и нет, остается, отлично. Редис может быть тащитурма? Конечно. Конечно. Откуда начали, туда и Давайте вернулись. остановимся на тогда репа. Репа. Репа, принято. Это неправильный ответ. Алиса, есть возможность заработать дополнительные 3 балла. Как же с татарского на русский переводится слово тащитурма? Редис или баклажан? Я тоже думаю, что это репа. Наверное, редис. Наверное, редис, но не баклажан. Но... Нет, пусть будет редис. Пусть будет редис. Да. Это правильный ответ. Репа – это шалкан. Баклажан – это баклажан. А тащитурма – это редис, действительно. Алиса, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «томразок»? Корнеплод, клубнеплод, бобовые. По переводу корнеплод. По переводу корнеплод. А может, клубнеплод? Нет, Корнеплод. да. Уверенный ответ, и он правильный. Клубнеплод – это бульбы-томар. Бобовый – это кузак-лалар. А корнеплод – это томразок. Итак, 8-й вопрос. Радик, соберите, пожалуйста. Собираюсь. Радик, как вы думаете, кто сейчас за вас болеет у телеэкранов? Я думаю, мои коллеги. Ваши коллеги. Радик, как с татарского языка, соберите во имя коллег, переводится слово «ряваш», «романеско», «ревень», «кольраби». Я думаю, что это ревень. Ревень. Уверенно прям. Не уверен, но я так думаю, что второй вариант. Нравится второй вариант? Да. Может, романеско? Может быть, но второй вариант мне больше нравится. Ревень. Это правильный ответ. Дело в том, что романеско по-татарски будет романеско. Кальраби по-татарски будет кальраби. А вот реваш – это ревень. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, на этом второй тур нашей телеигры подошел к концу. По итогам второго тура, Радик, вы набрали 18 баллов. Алиса, вы набрали 33 балла. Но это еще не предел. Впереди нас ждет финальный раунд. Оставайтесь на нашем канале. Это финальный раунд. Правила финального раунда очень просты. Сейчас перед вами появятся 2 темы, и выбирать будет тот, у кого больше баллов по сумме первого и второго тура. И это вы, Алиса. После этого мы играем в 8 вопросов. Единственная разница между первым, вторым туром и финалом в том, что в финале вариантов ответа не будет. Ответьте правильно, заработайте 4 балла. Ответьте неправильно, и возможность заработать дополнительные 5 баллов на вопросе соперника будут у вашего соперника. Так что цена ошибки очень велика. Все понятно? Да, все ясно. Уважаемые телезрители, сейчас мы узнаем, кто лучше знает татарский язык. Ну что ж, 2 темы – география, геометрия. Алиса, выбирайте. Географию. Почему не геометрия? Ну, я не дружу с ней. Не дружите? Нет. Ну что ж, давайте сыграем в географию. Алиса, как по-татарски будет Нижний Новгород? Тюбень. Новгород. Это правильный ответ. Действительно, Нижний Новгород по-татарски будет Тюбень-Новгород. Радик, вам все проще в этой жизни. Как по-татарски будет Москва? Москва. Это правильный ответ. Алиса, как по-татарски будет Ирак? Не знаю. Ирак, наверное, так и Ирак. Пусть будет. Ирак, так и будет Ирак. А я? К сожалению, это неправильный ответ. Радик, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Как по-татарски будет Ирак? Не знаю. Не знаете. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, Ирак по-татарски будет Гайрак. Такая вот интересная информация.
Радик, как по-татарски будет рыбная слобода? Балык бистеся. Это правильный ответ. Алиса, вам достается Саудовская Аравия. Как по-татарски будет Саудовская Аравия? Ой, это опять так тяжело. Смотрите, очень просто на самом деле. Саудовия Аравия, что ли? Не совсем. Сауд Аравия. Это неправильный ответ. Радик, как по-татарски будет Саудовская Аравия? Сауд Аравия, как это? Нет. Это неправильный ответ. По-татарски Саудовская Аравия будет Сауд Гарабстана. Радик, как по-татарски будет широта? Тазалык? Нет. Тозалок? Нет, тазалык это... Это толстота. Да. Как говорят, широкие дороги. Зур это будет большой. Широта. География имеет непосредственное отношение. Не знаю, не помню. Алиса, есть возможность заработать дополнительные 4 балла. Как по-татарски будет широта? 5 баллов. Дополнительные 5 баллов. Простите. Кинелек. Кинглек. Это правильный ответ. Поздравляю вас с бонусными 5 баллами. Ну что ж, Алиса, как по-татарски будет Северная Америка? Туньяк Америкаса. Еще раз, как? Туньяк Америкаса. Северная Америка. Туньяк Америка. Это правильный ответ. Радик, вам достается Южная Америка. Коньяк, Америка. Коньяк, Америка. Это правильный ответ. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, на этом финальный раунд нашей телеигры и целиком наша игра сегодня подошли к концу. По итогам нашей игры, Радик, вы набрали 30 баллов. Алиса, вы набрали 46 баллов. Я поздравляю вас с победой. От компании «Татарстан Новый век» и телепроекта «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Радик, вам достается русско-татарский разговорник, чтобы вы как можно чаще использовали родной язык в речи. Ну а вам, собственно, как асу сегодняшней игры, достается татар-энциклопедия Сүзбеге. Поздравляю вас. Рахмет. Спасибо. Он достаточно тяжелый. Рахмат Бигзур. Уважаемые друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном или среднем уровне. С вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Передача мне очень понравилась. Я узнал очень много новых слов. И желаю другим побольше читать и узнавать татарский язык. Передача мне очень понравилась. Я довольна игрой. И желаю, чтобы никто не забывал свой родной язык и продолжали учить его.